Водозабор Орта-Алыш обеспечивает питьевой водой 40% жителей столицы. На территории 269 гектаров расположено 144 артезианских скважин, а также 8 подпиточных озер, 3 из которых на данный момент очищают от бытового и природного мусора. На сегодняшний день 48 скважин у нас находится в резерве, 88 скважин в работе и 8 скважин у нас на ремонте. 3 озера мы начинаем чистить от ила, от зарослей, от деревьев. Мы думаем, что мы завершим в течение 1 месяца, мы всю работу в целом полностью завершим. Подпиточные озера наполняются водой из рек Аларча и Аламедин. Они играют важную роль в поддержании статического уровня подземных вод. Здесь вода накапливается, просачивается через почву и естественным образом фильтруется, наполняя подземные воды. Позднее эта вода откачивается через артезианские скважины. Всего для обеспечения столицы водой используется 334 скважины, примерно половина из которых расположена на водозаборе Орта-Алыш. Глубина их труб варьируется от 180 до 250 метров. Насосы, используемые для выкачивания воды, способны обеспечить до 200 кубометров живительной влаги в час. Для поддержания их эффективности требуется регулярная диагностика, которой местные работники занимаются ежедневно. Вот сейчас занимаемся откачкой скважины. Вот мы сейчас кинем в бадью и замерим, сколько он кубов дает. Он наполнится сейчас, где-то вот, допустим, 50, то вот этот куб, вот тут. Вот с него, вот сейчас по секундомерам, за сколько секунд оно должно заполниться. Вот с него мы потом считаем. По итогам диагностики, вот, допустим, это значит скважина, вот лучше он работает сейчас, хорошо дает. Начальник Бишкек-водоканала отметил, что вода, поступающая из этого источника, проходит большой путь через 3 насоса, прежде чем поступит в дома жителей Бишкека. Кроме того, вода подвергается процессам очистки и хлорирования. Обслуживание и эксплуатация всей этой системы требует значительных финансовых затрат. Только на электроэнергию для насосов годовые расходы превышают 180 миллионов сомов. Многие люди думают, что вода берется у нас, как просто так она с гор стекает, да, и попадает к ним в квартиры. На самом деле это не так. На самом деле у нас работают 3 насосные станции есть. Первая насосная станция, это которая работает для добычи воды. Вторая насосная станция, она подает воду в город. Третья насосная станция, это та станция, которая подает свыше 5 этажей многоквартирные дома. Есть 37 водозаборов, их охраняет полк охраны милиции. На сегодняшний день мы, Бишкек-водоканал, оплачивает за охрану объектов порядка 98 миллионов сомов. Это в год. Кроме того, Чангыз Джумалиев подчеркнул важность разумного использования питьевой воды. Он напомнил жителям столицы, что вода, как и любой другой ресурс, ограничена, и поэтому ее необходимо экономно расходовать, отметил начальник Бишкек-водоканала. Саимых Мусаев, Джахшылык Исаков, ЛТР, Чуйская область.